суд сегодня над вами не отбылся. Чим справа? Что здарилось? У них были какие-то ошибки в протоколе, и они направили дело обратно в РОВД за устранением недостатков. Вот. Поэтому суда не было. За что, нагадайте, Клеласка, за что вас хотели судить сегодня? Ну, за 23.4, что я не хожу на лекции к ним. Что я игнорирую их лекции за непосещение. Что это за лекции, расскажите? Лекции о трудоустройстве и профилактике правонарушений. Но суть этих лекций в том, что я туда хожу каждый день, кроме выходных. И туда ходят просто люди, у которых есть надзоры, которые обязаны туда ходить. Я надзор не имею, и поэтому я считаю, что эти действия сотрудников милиции незаконны. А вы консультовались с юристами на этот конт, с правооборонцами, что они кажут? Да, но они говорят, что это первый случай вообще у них в практике такой. Я подавал жалобу в прокуратуру. Прокуратура перенаправила в РОВД, они там дали мне стандартную отписку, якобы все по закону. Ну и сейчас я пишу жалобу в ГУВД, вот вчера отправил на действие начальника, то есть это лично, получается, его и такая инициатива. А скажите, сколько тягнутся к этой лекции, что вам на них рассказывают? Я там был 3 раза всего, и вообще толком никакой лекции не было. Там мы просто сидели и смотрели в потолок. Вот такая была лекция. Як ви лічите, чому тоді з вами вирішили так унікально поступити і нав'язати некие мероприятия, які в принципе законом не предугледжены? Это такой, у них законный способ держать меня на контроле. И, к примеру, вот я не являюсь на лекции, они составляют, к примеру, протокол, чтобы потом в нужный момент, к примеру, меня закрыть. Вот. Я считаю, что это так. Скажите, Клеласка, сколько у вас уже было затримання після визволення? Ці спроби затримання? Ну вот 3. А пошня коли була? Ну, вчера, я бы не сказал, что это задержание. Вчера просто участковый пришел ко мне домой и попросил к нему прийти, вежливо. Попросил, чтобы я дал пояснение, почему, я не хожу на лекции. Чи збираєтеся ви під тиском такого репресивних органів зупиняти свою діяльність? Нет, не собираюсь.